Первый день – это очень тяжелые воспоминания. Мы, конечно, мальчишки еще были, когда объявили по радио: «Вставай, страна огромная». Это дрожь по всему телу, это боль через все возраста. И вот появились фашистские орды самолетов. Начались бомбежки. Мой отец, то есть мы жили на железнодорожной станции. Отец начальник станции был. В Курской области станция Блохино. И вот первая бомбежка. Вспоминаю врага самолеты, душу ранящий детский крик. У матерей пулеметы, а отцы ушли под штык. Ушла наша родная рабоче-крестьянская Красная Армия. И пришла на смену ей вот эта грабительская фашистская армия. Мы свободно не могли никуда ходить. Все разорено, все сгорело. Я окончил школу, механик-водитель танков, попадаю в августе месяце 1944 года в Польшу на фронт. И вот на плацдарме мы в капонирах и землянка. Сильный артобстрел немецкий, с немецкой стороны. Очень сильный. И когда вот в кино показывают, разговаривают, стреляют и разговаривают, никто там не разговаривал. Все прижимались к земле, и смелые, и старшие, и младшие, как распятие над людьми. То есть очень грохочущие выстрелы, угрожающие разрывы, свистящие осколки, шумящие. И людей, конечно, настораживало, и они вот в таком состоянии находились. Были, конечно, смельчаки, которые высовывались даже из этой землянки и кричали: «Да перестаньте вы там крутыми словами». Но это отчаянные хода. Были такие люди. Они были, есть и будут всегда. И когда война началась, кто-то, может быть, говорит: какие там добровольцы? Военкоматы, все призывные пункты ломились от переполнения желающих уйти на фронт. Ведь от Осетии тоже ушло 100 тысяч. Не вернулось 44 тысячи, то есть погибли. А сколько раненых еще пришло? Здесь патриотические чувства были огромные. И вот момент, случай. Как-то полк разгружал вагоны. Не хватало рабочих тогда. Тенью сбоку усталая женщина на меня подняла глаза. И далеким голосом материнская боль полилась. У меня их 3 маленьких, и, как видите, вся извелась. На заводе в 2 смены работаю, нужно ж фронту силу ковать. Писем нет, мужа, видно, убила, и звездою слеза сорвалась. Мне 17 в ту пору было. Дома старая нежная мать 4 сыновей схоронила, и осталось там бомбы считать. Города как скелеты, окна ямой, горь тихих полей, рощи выбиты, тощие дети, да в слезах боль родных матерей. Вот что, Родина, нам возвращалась, необъятная ширь твоя. Шла на запад в ту пору Россия, шла, чтоб больше война не пришла. И вот дальше боевые походы, взятие Данцига, взятие Кенигсберга. Ну, первая машина у меня была подбита на Норильском, на этом плацдарме, а вторая сгорела под Кенигсбергом. Сгорела машина, сгорел экипаж, но я остался вот живой. И, как я иногда говорю, при нашей действительности, при разных отношениях, я, когда куда-то захожу, я говорю: под бури, штили и дожди мы в этот мир пришли. И что положено кому, живущие, соверши. И вот совершаются всякие дела, всяческие дела. Вот послевоенное устройство.
Я нахожусь в Осетии, мы приезжаем сюда, потому что жена сказала, что Вася, поедем туда жить, где больше всего наша часть потеряла. И мы приехали во Владикавказ, тогда он назывался Орджоникидзе. То есть под Лискеном ихняя часть потеряла 2400 человек. Осталось 27, в том числе моя жена, избитая, изрезанная, которая не могла стать матерью. И между нами детей не было. Я построил дом именно для нее в заводском поселке. Красивый дом, но заболел тяжело. Дома этого лишились почти без вознаграждений. А эту вот кооперативную квартиру купили, потому что мне государство ничего, в общем-то, не дало, кроме как вот этот костюм по-перестроечной. День Победы я стоял на посту. Почему? Потому что наш корпус взяли Кенигсберг, наш корпус выбыл из боя по потере мотчасти. То есть нас выжгли все машины. У нас около 300 было машин, 34-ки, самоходки, Су-122, Су-150, всякие танки были. Но их выбили, сгорели. И мы вышли из боя где-то недели 3 до окончания войны. Окончание войны я встретил в самом отдаленном месте от Берлина, километров 200, наверное, или 150. Но все равно это были чувства очень проникновенные, потому что все ждали, 5 лет томились, все в надежде на то, что, а потом мы же громили его, мы его били беспощадно. Наш корпус столько ему поражений нанес, и наш полк, и вот наша личная машина. До 300 человек мы уничтожили личного состава немецкого. А победа, так, в моем понимании, победа близкая, родная. От тишины по телу дрожь. Люди смеялись, обнимались, от счастья плакали до слез. На искалеченных деревьях рождалась новая весна, и трели радостно лились, и даль задумчиво звала. Звала солдат, что превратились навеки в белых журавлей, звала детей, родных, знакомых, отцов и добрых матерей. Так что вот такие чувства. А вот сейчас и продовольствие всякое есть, и сейчас нет тех чувств. Я вот в школу прихожу, это мне стоит больших усилий сразу овладеть аудиторией, сразу завладеть чувствами ребенка. И они торжественно потом принимают и подбегают ко мне, и руку протягивают, как взрослые. Дайте вашу руку, мы поздравляем вас. Вот такие чувства рождаются. Но на фоне всех событий, которые сейчас происходят, эти чувства спят. Эти чувства угнетены, потому что работать молодому человеку негде. Учиться он еще может, а работать, устроиться негде. Значит, создать семью он не может, квартиру приобрести он не может. Это же очень трудное время, очень трудное.